В эфире телеканала «Якутия-24» программа «Актуальное интервью». Здравствуйте. По итогам 2019 года Мирнинский театр оказался самым малопосещаемым театром в республике. Низкая посещаемость, непродуманная репертуарная работа и плохое состояние здания стали причиной предложения присоединения Мирнинского театра к Государственному академическому русскому драмтеатру имени Александра Сергеевича Пушкина. Однако, боясь потерять самобытность, коллектив Мирнинского театра выступил против такого присоединения. Позицию отстояли. На сегодняшний день все еще проводится конкурс на должность директора театра. О том, как развиваются события сегодня и о предпринимаемых мерах по улучшению работы, мы поговорим с исполняющим обязанности директора Мирнинского театра Айдаром Волковым. Айдар Ильдусович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как спланирована новая стратегия работы театра и какие изменения ожидать зрителям и коллективу Мирнинского театра? Стратегия у нас, естественно, рассчитана на привлечение максимальной аудитории Мирнинского района, то есть и города Мирного. Да. Сейчас у нас мы рассчитываем увеличить число посещений нашего театра за счет новых премьер, которых мы планируем в этом году. Естественно, у нас премьеры идут в рамках государственного задания, да, у нас запланировано 6 новых постановок. Также у нас мы рассчитываем на увеличение нашей гастрольной деятельности, да, то есть и выезды на фестивали, на гастроли за пределы республики, внутри своего региона, по нашим близлежащим населенным пунктам, с новыми премьерными спектаклями, интересными, которые мы поставили. И в ушедшем 2020 году у нас было две премьеры. Это у нас был «Свой путь» спектакль и сказка детская «Похищение принцессы Фифелы». Да? То есть вот с этими спектаклями мы тоже рассчитываем и с грядущими спектаклями посетить наш ближайший, объездить наш район и сделать выезды. Я думаю, что касается в целом по театру, да, то есть по работе с театром, что ждать коллектив театра? Коллектив ждет много новой работы, интересной. Вот. Коллектив у нас после этой всей пандемической ситуации, которая у нас была, соскучился по работе, соскучился по зрителю и стремится работать. Угу. Ну вот что касаемо репертуара, да, вот какие изменения будут там? Планируем в ближайшее время, да, у нас до конца сезона мы рассчитываем поставить 3 спектакля новых вести. Естественно, будут у нас спектакли и то есть не только малая форма, которая была у нас в основном, оставил Мирнинский театр. Но сейчас мы планируем именно возврат на большую сцену, то есть работать на полный зал. Естественно, с учетом пандемической ситуации у нас будет, естественно, рассадка 50% зала пока. Но я думаю, что в целом репертуарная политика у нас направлена на то, чтобы работать больше, как просил у нас, как требует от нас того Министерство культуры и правительство республики. Мы будем работать, естественно, больше с классическим репертуаром, стараться, и переходить на большую сцену. Естественно, малые формы мы не отменяем, да, то есть они имеют место в нашем репертуарном плане, да. Это очень хороший материал для участия в фестивалях, да, то есть так что мы не будем, конечно, от него отказываться, да, но все-таки будем работать, стараться переориентироваться все-таки на классику, на работу, которая, как я уже заметил, да, что есть потребность в классическом материале у жителей Мирнинского района, и мы будем стараться работать именно на потребность мирнинцев именно в формате классического репертуара и, естественно, на большой зал, чтобы классические драматические спектакли ставить, комедии, и так далее. Как нам известно, труппа Мирнинского театра
часто выезжают и участвуют на всероссийских фестивалях и получают очень даже такие неплохие места, да, отзывы. Что не скажешь о гастролях внутри республики, да, по мнениям жителей района? Скажите, как эта сфера будет развиваться, если, вот вы сказали, да, запланирована уже гастрольная деятельность, какие-то определенные, возможно, решения на сегодня? Я так скажу следующим образом. В прошлом году при поддержке Министерства культуры Республики, Российской Федерации, партии «Единая Россия» мы смогли приобрести автобус для гастрольной деятельности. Он сделан в России, да, по индивидуальному заказу. То есть это был такой специально гастрольный автобус мы сделали, заказали, получили уже. То есть специально для того, чтобы ездить по нашему району. Да, у него очень большое багажное отделение, да, то есть мы можем часть декораций возить с собой легких, да, то есть не габаритных. Это очень удобный автобус и теплый. Мы начнем с того, что по республике, особенно и выезжая в районы, даже вот здесь, если мы недалеко отъедем, уже все равно уже холодно. И если бы не пандемическая ситуация, мы бы уже в январе выехали на гастроли по району. Да, мы планируем продолжить ту традицию, которая всегда была у Мирнинского театра. Мы ездили всегда на гастроли по нашему району, да, но просто вот, к сожалению, вот такая вот ситуация во всем мире вот сложилась, и мы вынуждены, конечно, вот пока отказаться от определенных выездов, да, но мы готовы. У нас есть теперь, как говорится, технически мы оснащены для того, чтобы делать выезды по району. Ну, и, наверное, не только по району, скорее всего, по республике, да? Да, по району и по республике в целом, да, то есть это в любом случае, то есть мы не забываем, что мы не замыкаемся только на районе, мы планируем выезды и по республике в целом, то есть технически мы готовы к этому. Вот вы сказали, что всегда, да, уже традиция такая была. То есть раньше у вас были гастрольные выезды довольно часто, или они просто внутри района были? Почему такой вопрос стал? Потому что... Они были всегда внутри района, да. Вот, в целом по республике, да, у нас гастрольная деятельность была не так ярко, мы не так ярко были представлены, но да, вот в грядущем году мы планируем, если, надеюсь, нам позволит ситуация эпидемиологическая, мы планируем позволить себе вот какие-то обменные гастроли по различным районам республики. То есть какие-то театры будут приезжать на нашей площадке выступать для мирнинского зрителя. Ну, мы будем гастролировать по нашей необъятной республике. В каком режиме сейчас работает театр и какие премьеры ожидать зрителям и когда? В ближайшее время мы ожидаем премьеру спектакля «Разбойники». Также планируется, пока в планах только у нас, на спектакль по Островскому на Бойком месте. И точно у нас запланирован выход спектакля «Рядовые». Это тоже он больше будет, скорее всего, к 9 мая посвящен, да, то есть к Дню Победы. Это что касается премьерных показов. В целом, да, театр, как мы уже увидели, что достаточно сложная такая ситуация, да, но опять же, да, 2020 год, конечно, был тяжелым, но мы все равно, как бы, понимая всю эту ситуацию, да, тоже благодаря Министерству культуры и получили доп. Финансирование и приобрели оборудование для онлайн-трансляций. То есть, да, мы планируем переход, грубо говоря, наших спектаклей в онлайн-формат. Пока технически оборудование только пришло, мы его только сейчас осваиваем, специалисты.
как, в каком формате, как это будет происходить, пока я не могу ответить утвердительно на этот вопрос. Но да, мы планируем онлайн и показы в различных формах. То есть, надо идти в ногу со временем, да, но все-таки я, конечно, считаю, что лучшую энергетику вы всегда получите, сидя вот в наших креслах, смотря на наши сцены. Мгм. Ну вот сейчас, пока вот из-за пандемии, да, пока театр не работает, а с какого числа он уже вот начнет свою деятельность вот в ближайшее время? В ближайшее время у нас запланирован спектакль, как раз сказка у нас запланирована на 7 число. На 7 февраля. 7 февраля у нас будет очередное, то есть у нас есть репертуарные спектакли, которые у нас уже стоят в репертуаре, продажа билетов уже началась. И да, мы вот планируем вот уже вот в ближайшее время у нас уже идут репетиции, и вот в ближайшее время мы планируем начать показ спектакля. Мгм. Ну, Айдар Ильдусович, спасибо, что уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Пожалуйста.